Привет, дорогие друзья! Мы находимся сейчас в семейном поселке Холмы. Дом нами был построен несколько лет назад, уже устоялся. Мы даже в прошлом году сделали там внутреннюю отделку черновую. Отделку, то есть есть полы утепленные, есть утепленная кровля, то есть уже пространство, оно такое обжитое, да, жилое. В этом году нас пригласили сделать утепление фасада и обшить дом сайдингом. Хочу вам показать процесс утепления дома из бруса. Мы делаем стойки сначала вертикальные, в них делаем пропил. Это, я понимаю, что дом уже уселся, но вот эти пропилы и саморезы, это на случай хождения и каких-то деформаций, хождения бруса. Чтобы при хождении бруса, при подвижке, сам каркас с утеплением не пострадал и сайдинг потом в дальнейшем не повело. То есть сам каркас, он у нас плавающий. Дальше мы набили еще брусок горизонтальный и утепляем еще 5 сантиметров. То есть суммарно у нас получается 10 сантиметров плотного герметичного утепления. Ну а потом пошла ветрозащитная пленка, чтобы ветра, которые дуют, да, не проникали и не выдували то сохраненное тепло в доме. Помимо утепления, да, нашей куртки, да, зимняя куртка, представьте, да, пуховик, он сохраняет тепло. А тот большой ветер, который может дуть, он может это тепло выдувать. Для этого вот эту курточку сверху мы и одеваем. Все угловые примыкания всегда являются проблемными зонами. Смотрите, мы фасад поднимаем. Очень важно, как сделано вот это угловое соединение. Здесь изнутри, я вам покажу сейчас, было сделано 25 сантиметров плотного утепления по углу с той стороны. Специально сделана доска не на косую, а горизонтально. Все микрощели еще дополнительно пропилены. Ну, это дополнительно, но не обязательно. И сам утеплитель максимально идет доверху. То есть у нас очень плотное и герметичное утепление идет по фасаду, и очень плотное и герметичное утепление идет в этом же месте изнутри по скату кровли. У нас чаще всего в процессе стройки завинчиваются обычные сваи 108 мм, стандартные, 3,5 мм стенка. И все переживают за процесс ржавления, да, коррозии. Сам процесс, во-первых, он медленный, и он чаще всего происходит вот здесь, где есть металл, где есть влага, да, металл, влага, что еще третий компонент, и воздух. Дому несколько лет, уже много-много лет, года 3. Как мы видим, этого ничего нету. Здесь есть воздух, есть металл, но нету влаги. В земле, в плотных слоях, есть вода, есть металл, но нету кислорода, нету воздуха. Поэтому тоже процесс коррозии будет идти медленно. Здесь очень медленно. Основной процесс коррозии здесь. Но как видите, он настолько медленный, что на это обращать даже внимания не стоит. Его нету. Дом простоял много лет. Но если дополнительно хотите защитить фундамент, промажьте ствол еще на глубину, допустим, в 30 сантиметров, допустим, битумным праймером. То есть дополнительно создадите защитный слой. Сделайте, и внутри будет дополнительное такое спокойствие. И спокойно эксплуатируйте дом, не переживайте. Простоит, что на ленточном, что на железобетонном свайном, что на этом свайном. Лет 50 простоит, и на ваш век, и на век ваших детей хватит, поверьте. Тратиться, с одной стороны, в дорогие, большие, тяжелые дома, в дорогие фундаменты не стоит. Стройте, это может как-то поначалу грубо прозвучит, стройте для себя только, не для детей. Это грубо может для кого-то покажется, как не для детей, для себя. Дети 18-20 лет, все, уехали в поисках, понятно, лучшей жизни, лучшего места. Стройте дом для себя, для своего кайфа. Создавайте его для себя. И не надо фундаментально вкладываться. Жизнь сейчас настолько быстро течет. Сделали оптимальный вид фундамента, построили из оптимального вида материал дом, быстро все обустроили и все, живете, кайфуете, занимаетесь своим садом, огородом
ездите куда-то на море. Вот это жизнь, а не заниматься постоянно стройкой, поиском денег на это строительство. Нет, жизнь идет. Быстренько построили, идем жить уже в других жизненных направлениях. Пойдемте цветы покажу, лучше цветы вам покажу. Вот чем надо заниматься. Вон. Красотой. То есть есть же другие направления в жизни, да, не только стройка и вложение, есть еще красота. Есть съездить на море, посмотреть мир, там что-то еще другое приобрести, купить, эмоции, то есть, а вкладывать все по максимуму, с тройными степенями защиты, там, в фундаменты, в коробки. Зачем? Просто это, нет никакой необходимости. Все оптимально должно быть. Практично, оптимально, жизненно. Аромат, кстати, как в школе запах, вот когда я в школе был, в садике, такой запах, как в садике. В садике был когда-то, и там вот эти клумбочки были, и там вот такой же запах, как детство у меня. Да, кстати, запах детства. Дорогие друзья, стройте сами или стройте с нами. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем. То есть вы получите полноту информации, сделаем вам сметный расчет, все вам предоставим, вы приценитесь. На этом все. В прямом смысле все. Вы идете домой, уже спокойно думать, принимать решения. Будем рады, если выберете нас уже для строительства или ремонта вашего дома мечты. Будем рады вам в этом деле помочь. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока.